Вы видите подводные лодки, морские океанские лайнеры. Посмотрите, чуть назад, через корму, вы видите многочисленные сухогрузы и военные корабли, которые стоят ниже по течению Невы. Ну а здесь справа у Адмиралтейской верфи наше внимание привлекает маломерная подводная лодка. Ее построили здесь, на Адмиралтейской верфи. Эта субмарина является заказом государства Алжир. Напротив этой современной субмарины у левого берега Невы стоит легендарный ледокол арктического флота «Красин». Вот он строился слева от нас. Ледокол «Красин» почти 100 лет. Он был построен на английской верфи в начале прошлого века. Позже его выкупили, но прославился ледокол «Красин» тем, что в 30-х годах прошлого века участвовал в спасении итальянской экспедиции Нобеля в Северном Ледовитом океане. Позже он спас от ледового плена в Баренцевом море ледокол «Ленин», ну а потом способствовал изучению высоких широт Арктики. Сейчас на этом легендарном ледоколе находится музей. Ну и здесь в порту мы видим и парадное здание. Вот слева от нас стоит здание горного института. Оно желтого цвета с 12 белыми колоннами. Вот сам горный институт — это первое в России и второе в мире высшее техническое учебное заведение. Мы вернемся к порту. И смотрите, с правой стороны мы видим, конечно, неотъемлемую часть Адмиралтейской верфи. Это большой сухой док. Вот это постройка черного цвета. В центре нее мы видим не что иное, как подводную лодку. А как раз здесь строятся субмарины, военные корабли. С левой стороны у набережной лейтенанта Шмидта мы видим небольшой морской лайнер. Вот мы с вами находимся в Большой Неве, и глубина реки здесь достигает 15 метров.